Здравствуйте! В эфире программа «Интервью». В Уфе прошла секция «Объекты природного и культурного наследия международного значения в устойчивом развитии Евразии» в рамках конференции «Россия в формирующемся многополярном мире». Одним из спикеров был Сергей Рыбаков, генеральный директор фонда «Природа и люди». Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. И начнем сразу. Вы уже успели выступить. Расскажите, о чем была секция, какие темы затрагивались. Это были темы международного значения или регионального? Ну, на самом деле, большая честь быть сегодня здесь, большая честь быть снова в Уфе. Я не был в городе уже больше 10 лет, и, конечно, поразительные изменения, которые в лучшую сторону, которые можно увидеть в городе, то, что здесь происходит. И сегодня в рамках сессии к нам присоединились представители Организации Объединенных Наций, несколько программ, начиная с программы ООН по окружающей среде, продовольственная и сельскохозяйственная программа Организации Объединенных Наций, Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. То есть представители различных программ рассказывали по поводу того, как важно и нужно обсуждать тематику будущего, тематику природного наследия, как важно защищать те объекты уникальные, которые находятся на территории республики. Шульганташ, да, потрясающее тоже место, о котором о музее мы сегодня видели только презентацию, но однозначно это та история, ради которой, наверное, в Башкортостан нужно приехать просто отдельно и это все увидеть. И создающийся новый музей, Евразийский музей кочевых цивилизаций. Да, то есть то, где республика берет на себя ответственность за историю многонациональную, целого региона, который, опять же, не ограничится только Российской Федерацией, да, и вот это вот вызов, который республика бросает историческому наследию, мне кажется, просто уникальная вещь. При этом нужно честно сказать, что те аспекты, которые поднимались в рамках дискуссии, это были не только моменты, связанные с природным достоянием, это моменты были связаны с наукой, с образованием, с подготовкой кадрового потенциала. Все те вещи, которые связаны с мероприятиями, которые будут проходить на платформе Башкортостана, Уфы. И мы очень надеемся, что сегодняшнее международное мероприятие – это только начало, что оно станет ежегодно, и более того, что в ближайшее время между большими форумами, которые у вас будут проходить, мы будем проводить сессии, будем приглашать экспертов международного уровня для того, чтобы собирать людей всех вместе, для того, чтобы они могли общаться между собой, они могли между собой проговаривать различные истории с разных точек зрения, обсуждая ту проблематику, которая стоит и перед республикой, и перед страной, и, наверное, перед всем миром. Мы сейчас конкретно проговорим действительно о проблематике, об особенностях, о некоторых моментах. Мы остановимся подробнее, но сейчас хотелось бы рассказать телезрителям, что мероприятие, то, на котором вы присутствовали, оно проходит при поддержке Евразийского научно-образовательного центра. Вот объясните, расскажите о значимости науки и помощи в вопросах сохранения природного богатства, природного наследия. Опять же, мы в Башкирии. Да, одно из первых слов, когда мы обсуждаем Башкирию, это мед. Да, один из самых вкусных видов меда, который есть, это цветочник, когда есть огромное количество цветов, с которых пчелы собирают нектар, да, и дальше, соответственно, получаем уникальный, очень полезный продукт. Вот такая же история, то, что делает сейчас НОЦ. Он, базируясь на всем том богатстве, которое представляет республика, и историческое наследие, и технические средства, и человеческий потенциал уникальный, собирает огромное количество различных экспертов, которые профессионалы в своей области, общаясь между собой на вот этом межсекторальном общении, они создают продукт, которого по итогу ни один из них сам создать не способен. То есть на вот этом вот общении у каждого эксперта своя собственная экспертиза, профессиональные знания, создается какой-то продукт, который дальше позволит нам двигаться вперед, который позволит республике давать решения, которые способны помогать нашей стране, помогать достижению каких-то целей в мире. С каждым годом увеличивается количество подобных мероприятий или нет? Или примерно все-таки по статистике одинаковое количество? Знаете, давайте поговорим по поводу международной повестки. Потому что, опять же, сегодня мы обсуждали ЮНЕСКО, обсуждали геопарк ЮНЕСКО, который был создан. Но этот год, 2024, он будет уникальный, потому что в рамках него пройдут 3 конференции сторон. Это 16-я конференция сторон, связанная с вопросами сохранения биоразнообразия,
опять же, очень важная тематика для республики, которая пройдет в Колумбии в октябре этого года. Следующая в Азербайджане в ноябре этого года 29-я конференция сторон рамочной конвенции об изменении климата. И у республики, как мы сегодня услышали, опять же, на нашем круглом столе, потрясающие наработки в области проектов по изменению климата, связанные и с водно-болотными угодьями, и с карбоновыми полигонами. И третья история – это 16-я конференция сторон, которая пройдет в Саудовской Аравии в декабре этого года. Это связано с вопросами опустынивания. Как сегодня сказали представители Конвенции по борьбе с опустыниванием, что в республике как раз это тоже одна из основных проблем, которые могут быть. И мнение представителей республики, мнение экспертного сообщества Башкортостана очень важно. Очень важно, чтобы оно было донесено и на биоразнообразие, и на тематике изменения климата, и на тематике опустынивания. Помимо этого у нас готовится подготовка к новому договору по борьбе с пластиковым мусором. И это большая проблема для всего человечества. Я уверен, опять же, что представители республики включатся в этот процесс и добавят, с точки зрения, опять же, технологий, науки, то, о чем мы с вами говорили, свою роль в решении данной глобальной проблемы. А есть ли какая-то совместная работа у регионов, которая ведется сообща, и эта работа дает свои результаты? Да, и по разным направлениям. На самом деле, в 2021 году генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о десятилетии экосистем. И это совместный проект продовольственной сельскохозяйственной программы ООН и программы ЮНЕП, Организации Объединенных Наций, по окружающей среде. Это сохранение и развитие уникальных экосистем. Российская Федерация присоединилась к ней практически сразу, и сейчас есть уже российская программа, связанная с данным достижением, где представители Организации Объединенных Наций работают с регионами для того, чтобы сохранять и развивать уникальные экосистемы нашей страны. Также, опять же, мы сегодня, насколько я понимаю, больше будем говорить с вами по поводу природы и науки, десятилетия науки Российской Федерации, да, и, естественно, Башкортостан, Уфа, научные центры, которые у вас есть, НОЦ, все университеты, университет Уфимский науки и технологий, они являются непосредственным участником данного процесса. Но как природа не знает границ, и ей не важно, какой регион у нас, так и наука не знает границ. И вот это вот объединение знаний по природоохранным конвенциям, историям, развитию и сохранению и по научному обучению, образованию, подготовке кадров, это то, что объединяет все регионы нашей страны и является уникальным и, опять же, помогает достигать нам результатов. То есть, на самом деле, без природы не будет жить человечество. Человечество также не может развиваться без цифровой составляющей. И нам нужно эти вещи каким-то образом совместить в единое целое. То есть, нам нужно сделать так, чтобы природу сохранял не только человек, а сохранял человек при помощи технологий. Потому что на самом деле лесники, те люди, которые наши работники особо охраняют природных территорий, уникальные люди, которые защищают и сохраняют нашу природу, им тоже нужна помощь. Потому что их на самом деле не очень много. А технологии, те инновации, которые сейчас развиваются, они позволяют минимизировать вовлечение человеческого ресурса. Позволяют человеку решать гораздо больше задач за меньший период времени, позволяют заниматься творчеством, творить что-то, создавать что-то, да, оставляя работу текучку на роботов, на инновации, на технологии. И, конечно, вот это то, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что нужно собирать эти данные, мы говорим о том, что нужно их анализировать для того, чтобы человеческий потенциал, человеческий ресурс применялся точечно, фокусно, чтобы мы очень сильно ценили свое собственное время, ценили время этих уникальных людей, которые отвечают за огромные территории. Некоторые отвечают за десятки тысяч гектаров. Это просто какой-то... Очень сложно себе даже это представить. И для того, чтобы они с максимальной пользой использовали свое время, свой ресурс, свою голову, свои научные знания, нам нужны технологии. Для этого, соответственно, мы и должны привносить все эти технологии в мир охраны природы, в природоохранную деятельность. Ну, технологиями мы говорили о том, что есть еще у нас в стране такие, назовем так, места нетронутые цивилизации, да, откуда даже добраться до столицы будет непросто, а насколько перенимается опыт вот таких коренных народов, что ли, он вообще помогает. Но технологии, конечно, мы не списываем со счетов, это все понятно. Одно другому не мешает. Да? Ну, во-первых, соответственно, действительно есть уникальные места. И, например, у фонда «Природа и люди» у нас только что был соцпроект по спасению песа на острове Медном от Камчатка, Командорские острова. Чтобы было понимание, от Петропавловска-Камчатского это 5-7 дней на лодке.
То есть человек бывает на острове Медном один раз в год, научная экспедиция, для того, чтобы просто понять, что там происходит. То есть там вообще не бывает человека. И мы узнали в прошлом году о том, что популяция песца снижается. В этом году научное сообщество обратило внимание, что только 20% норок заселено. И мы отправили туда экспедицию для того, чтобы подкормить песца, для того, чтобы спасти, для того, чтобы он мог пережить следующую зиму. Это по поводу того, что есть места, и это на самом деле человек в городе, он не понимает, где не ступала нога человека. Не то, чтобы этот человек там жил, этот человек там не существует. Другое дело, есть места, где человек живет, где он развивается, живет на протяжении многих-многих десятков, может быть, и столетий. Вот эти места для нас бесценные. Ну, опять же, я скажу две причины, которые важны. Первое – это знание. Эти люди обладают уникальным знанием о том, что происходит с нашим миром. И не использовать это, опять же, возвращаясь к технологиям, не создавая из этого базу данных, которые могли бы использовать, экстраполировать на наше будущее, ну, это неразумно. А вторая вещь, которая на самом деле, опять же, пришла за последние 2 года, когда Российская Федерация начала развивать внутренний туризм усиленными темпами, это гастрономия. Вот эти вот народы, они обладают уникальным знанием о кухне. Да, может быть, какие-то вещи, вы не пробовали такие продукты, которые они едят и с чем они связаны. Может быть, какие-то продукты и способы приготовления будут нам, городским жителям, немножко некомфортны. Но при всем при этом наши повара, уникальные ребята, которые увлекаются гастрономией, они начали готовить из ингредиентов коренных народов блюда, которые сейчас являются жемчужинами местной кухни многих регионов. Поэтому у этих коренных народов есть чему поучиться, есть тот опыт, который нам нужен, есть те знания, которые нам востребованы именно на период будущего, а также есть те вкусняшки, которые нам сейчас, наверное, очень сильно скрасят жизнь. Получится у нас подвести какой-то итог, какие правила станут основными в жизни человечества в следующие 20 или даже 25 лет? Знаете, этот вопрос возникает очень-очень часто, да, и многие спрашивают, а что будет через 20-25 лет, в каком формате вся эта история будет двигаться. На самом деле есть цели устойчивого развития ООН, которые являются глобальными правилами для всего мира. А сейчас они действуют до 2030 года. Основное и то, что мало кто понимает и знает, эти правила нельзя поменять. Раз, когда они были созданы, они были приняты в 2015 году, на следующие 15 лет, 2030, они не подлежат изменению. И проблема заключается в том, что эти правила являются фактически аксиомой для всех государств. Это надстрановые правила игры. Сейчас начинают формироваться новые правила на период 2030-2050 год. Российская Федерация принимает непосредственное участие в их формировании, потому что мы четко понимаем, что если мы не будем принимать участие в создании новых правил игры, то в следующие 25 лет мы будем играть по не своим правилам. Поэтому, конечно, в ближайшие 5 лет будет четко понятно, как мы с вами будем жить, как не только мы с вами, как наши дети и, возможно, наши внуки будут жить в следующие 25 лет. Это первая история. Это правила, которые мы поймем буквально вот в ближайшие пару-тройку лет. Вторая вещь – это все те природоохранные вызовы, которые перед нами стоят. Остановлюсь только на одном – климатическая повестка. По мнению ученых, даже если завтра весь мир станет углеродонейтральным, то потребуется еще минимум 50 лет для того, чтобы вернуться в нормальное состояние нашему уникальному шарику, нашей Земле, вернуться к уникальному своему состоянию, которое было до того, как все проблемы с климатом начались. То есть фактически это даже не мы с вами, это даже не наше следующее поколение, это, возможно, несколько следующих поколений будут завязаны на проблему решения климата, и для них это станет уже частью их жизни. Для нас это с вами просто обсуждение, а для них это станет реальностью, с которой им придется жить, существовать и решать эту проблематику. Спасибо вам большое, Сергей Васильевич, за беседу. Я напомню телезрителям, в нашей студии был Сергей Рыбаков, генеральный директор фонда «Природа и люди». Говорили мы о том, что природу нужно беречь и правильно с ней взаимодействовать. Всего вам доброго.